Работаем. Андрей Фаимович, вы совсем недавно вступили в должность. Какие были первые впечатления о станции? Что первое вы сделали? По каким цехам прошлись? Ой, достаточно такой интересный, сложный вопрос. Я в энергетике уже достаточно давно, и мой карьерный путь, он прошел от самого низа, то есть это фактически с самых нижних рабочих должностей, то есть это обходчик, машинист счета, ну и так далее. Максимальная должность у меня была генеральный директор даже. Поэтому работу знаю не понаслышке, и первое впечатление у меня я как раз составлял больше даже, наверное, от общения с коллективом, и именно прошелся по всем рабочим местам. То есть это у меня дало впечатление одновременно и то, как работает оборудование, как люди относятся к своей работе, какие у них проблемы, что они видят. Одновременно сразу отмечал какие-то полезные наработки, то, что здесь уже принято, сделано, какие-то некоторые упущения или то, что можно было сделать. Поэтому картинка, она складывалась постепенно, но она больше базировалась именно на живом общении, то есть на прямом контакте непосредственно с работниками, с теми, кто стоит у станка, тот, кто стоит у пульта управления, кто непосредственно работает на оборудовании. Сейчас этот живой прямой контакт поддерживается? Конечно. Вообще, собственно говоря, по моему глубокому убеждению, основа работы любого руководителя – это поиск проблем, выискивание тех возможностей, которые можно применить на станции, двинуть куда-то технологию вперед. Но одновременно нужно иметь живой отклик, обратную реакцию. То есть, если ты не можешь убедить и донести до сотрудников то, что ты хочешь, если они не понимают зачем, это будет либо сделано впустую, халатно, либо не получит поддержку, а это важно. Поэтому непосредственно контакт, непосредственно общение. У меня рабочий день начинается с того, что я обхожу утром станцию, разговариваю с людьми, как прошла ночь, какие были проблемы, какие дефекты на оборудовании, что мы делаем. Как раз таки сейчас по Печоре такие сильные холода ударили. Как работает станция, как справляется с холодами и такой погодой? Ну, энергетика вообще это очень, скажем так, консервативная отрасль. У нас мы очень, как ни парадоксально, наверное, с точки зрения режимов работы, всего остального, не сильно привязаны к холодам. Да, понятно, что это больше ответственность за надежность работы оборудования, за его осмотры, его регламентные все операции, которые на нем должны делать. Но по большому счету станция была очень хорошо подготовлена к зиме. У нас достаточно было накоплено всех запасов, резервов. Мы подготовили персонал. У нас весь персонал был обучен, аттестован. Они все в основном отгуляли там в летнее время. И это стало залогом тех именно возможностей прохождения независимо ни от погоды, ни от условий, ни от нагрузок. Мы просто готовы к этому. Это постоянная готовность к работе. В этом году станция празднует юбилей. Да. Наверняка уже есть планы на будущее. Планы на будущее. То есть наша станция для данного энергоузла по сути является системообразующей. И основные направления, которые мы сейчас понимаем, мы хотим повысить надежность, повысить экономичность. И самое главное, мы будем стараться подготавливать наше оборудование к следующему качественному изменению. Потому что технологии не стоят на месте. Да, на сегодняшний день наше оборудование современное, достаточно надежное, эффективное, но вызовы, которые ставит нам внешний мир, он говорит о том, что нам нельзя почивать на лаврах. Нам все равно нужно будет развиваться, нам нужно будет обновлять наше оборудование, нам нужно будет совершенствовать технологии, сокращать затраты, для того, чтобы опять повышать эффективность и в том числе развивать социальную сферу, увеличивать рентабельность нашего производства. Ну, поэтому смотрим проекты, причем и на станции, и постараемся, может быть, даже во внешний мир выйти. Спасибо большое, коллеги. Андрей Фаимович, я хотела спросить, что предыдущее руководство было у руля власти в течение 10 лет. Это говорит о стабильности в кадровом вопросе. Можно бестактный вопрос? Насколько вы здесь
решили остаться? Вы знаете, я никогда не прихожу на что-то временное. Меня не интересует. Я не временщик, человек не проектного управления какого-то, когда, знаете, вот там, срубил какой-то хороший там контракт на выполнение чего бы то ни было. Я пришел сюда нормальным директором. Я позиционирую себя как руководителя, как собственника, как хозяина данного вот процесса. И основная задача, именно которую я сам перед собой ставлю, это максимально эффективное управление данным производством. Работа на перспективу, неинтересно сиюминутная. Спасибо. Еще такой вопрос. У вас, так сказать, хорошо развито образное мышление. Какой образ вот станции, вот сооружения, так сказать, сразу вам пришел на ум, когда вы ее увидели? На что она похожа? Это труба, вокруг нее такой... Поймите, то есть давайте проще. Нет, наверное, не смогу ответить на этот вопрос, как-то просто очень. Постараюсь на него ответить. Ваши образы, которые вы приводите, у вас рождаются исходя из того, что вы не очень хорошо понимаете этот процесс. Вы наблюдаете со стороны. Я в 1988 году поступил в Московский энергетический институт, и я с самого начала, я фактически больше за все это время не выходил за габариты энергетики. У меня просто как у профессионала уже совсем другие ассоциации. Поймите, я не мыслю категориями трубы, водохранилища. Для меня это комплекс. Вы знаете, если, наверное, какую-то ассоциацию делать, это больше все-таки, наверное, какой-то живой организм. И не только живой организм, а это очень сложный и интересный, вместе с которым ты можешь достигать каких-то целей, решать, улучшать его, двигать, не знаю, это какие-то сумбурные, может быть, но именно такие ассоциации. Во всяком случае, это точно не ассоциируется с чем-то неодушевленным, то есть это именно, несмотря на все это сложный организм. Наверное, как-то вот так. Это существо, которое имеет свое сердце. Это сердце забилось ровно 40 лет назад. Сколько, на ваш взгляд, ему еще биться? Могу так сказать, что, вот смотрите, я еще раз говорю, что повторюсь просто. Наша станция здесь является системообразующей. Системообразующая обозначает примерно то, что если, не дай бог, что-то происходит со станцией, мы не сможем нести нагрузку, то, в принципе, здесь, очень тяжело будет вообще поддерживать жизнеспособность энергосистемы. Это просто баланс. То есть, когда мы львиную долю делаем, у нас слабые перетоки из других областей, мы не можем. И, это будет, если даже просто станция там будет барахлить, это будет просто ЧП. Мы точно не можем этого допустить, не можем это сделать. Поэтому у станции длинная перспектива, она светлая, она точно будет всегда востребована. Здесь больше вопрос то, насколько эффективные, красивые технологии мы сможем сюда принести, какие инвестпроекты мы сформируем. Поэтому здесь с этой точки зрения все хорошо. Вы молодой руководитель для этой станции, но все равно вам, так сказать, не 50 или не 40 лет. Мне 48. 40, нет, еще не 50, да. Да. Как,